Доброго времени суток, дорогие друзья! Косторезы Якутии — это по-настоящему уникальные люди. Это не только гордость и достояние республики, это бренд. И сегодня в гостях мы находимся у Марианы Малырдыровой. Мариана у нас является косторезом. Здравствуйте, Мариана. Здравствуйте. Вот мы сказали косторез, да? Зачастую косторезы представляют это, знаете, обычно мужчина, да, такого крупного телосложения, да, который, или же наоборот это вот дядечка-старичок, который там у себя в деревне испокон веков, да, там вот все сохранял все традиции и делал прекраснейшие, да, какие-то уникальные вещи. Вот вы как увлеклись таким делом? Ну, я на самом деле человек без образования специального, как бы любитель. Просто было интересно, я решила попробовать. И так и пошло-поехало. Но это во взрослом возрасте произошло или совсем с малых лет? Нет, это где-то после 30 было где-то. И то есть прям сразу вот сидели, значит, и такая, дай-ка поработаю с костью? Нет, ну, вначале я, конечно, пробовала разные. Я делала коробки упаковочные для ножей, шила мягкие игрушки из натурального меха, там, беличьи, там, лошадки из белок, мишки из белочек. И потом уже постепенно перешла. Вот. Я смотрела в музеях вот эти изделия, и мне очень нравилось. Я заметила, что все время думала, как это сделано. Ну, пыталась понять этапы, как это все сделалось. И вот постепенно к этому пришла. И потом методом проб и ошибок, да, получается? Ну да. То есть такого не было, что пошли там на мастер-класс, как сейчас очень модно, да, к одному мастеру, к другому мастеру, и потом вот получили? Нет. Ну, мне повезло то, что я делала коробки одному косторезу, Александру Ларионову, и попутно я могла посмотреть, как он работает. Вот. И он мне помог купить вот мой первый инструмент. И он у меня целый год лежал, и я никак не могла решиться начать. Ну, у меня всегда такое есть. И он сказал, ну, может, уже пора распаковать, целый год лежит. Я, получается, его мастерской свои первые изделия начала делать. Вот так. Ну, то есть был все-таки человек, который какие-то азы вам дал? Ну, как азы? Он просто вот говорит, ну, если что-то, вопросы есть, конечно, спрашиваешь и смотришь, там, советуешься. Ну, на сегодняшний день у вас такая мастерская, пусть не особо большая, но в ней просто очень много всего интересного, да, вот если так потом просмотреть, ну, мы телезрителям покажем немножечко, да, совсем, то есть здесь есть все. То есть со временем вы стали приобретать и инструменты, да, и материалы. Вот почему так сильно увлеклись этим? Вот, обычно же говорят, вот камни натуральные, да, они тебя прям притягивают, да, человека, и поэтому человек потом оторваться не может. Что касаемо вот вашего увлечения? Ну, не знаю. Видимо, просто получилось с первого раза, поэтому затянула. Например, я пробовала учиться шить, но это, оказывается, сложно. Вот для меня это сложно. У меня первые, ну, получается изделие, но все равно там какие-то косяки и так далее. И ты уже такой, а с костью у меня как-то дело сразу пошло. Да, ну, мне понравилось, в всяком случае. Ну вот давайте расскажем телезрителям, да, с чем вы сегодня работаете. Как мы уже сказали, это кость, да, это рог. Да, рог, бивень, мамонт, металлы доступные. Это медь, мельхиор, латунь и натуральные камни. Ну, мне нравится вот бусы, чтобы цвет добавлять. И дерево, разные варианты дерева. А давайте покажем разницу между бивнем и рогом. Есть такое, может ли визуально человек, не знакомый с этим, различить их? Да, конечно. А каким образом? Ну, рог оленя, например, вот кусочек лежит. То есть он такого оттенка. Есть рог лося, он более светлый. Ну и у бивня, конечно, свои там нюансы. У них есть свой рисунок, линии Шрёдингера называется. То есть по ним обычно определяет натуральность. Так, где у меня тут кусочек-то был? Вот кусочек как раз лежит. Это совсем другой материал. И по цвету отличается. Ну, то есть вот таких рогов не бывает светлых, да? Ну, рога светлые бывают, но они все равно, ну, как заметно. Цвет у бивня разный, он бывает очень белый и заканчивая более темным вариантом, ну, в зависимости от того, как он хранился, в каких условиях залегал. Он уже 1000 лет лежал. Да. А вообще у оленя, вот, допустим, в разрезе он более темный. Всегда должно быть такое темное пятнышко, да? Обычно такие оттенки. Ну, внутри, да, такая пористость есть. А лосины, они более... У меня, кстати, вот нет разреза. По-моему, они более белые. Вот, по-моему, лось. То есть, ну, можно отличить, в принципе.
Ну, а на сегодняшний день с каким материалом вам приятнее работать? Вот больше всего с чем приходится работать? Ну, даже не знаю. Мне все нравится. Вначале мне, допустим, олени рога не очень нравились. Мне казалось, это очень узкий материал, то есть его мало, тоненький. Но потом мне привезли однажды, мой дядя отправил с севера рога северного оленя, они, оказывается, гораздо больше, там, чуть ли не с меня ростом. И там, ну, материала, соответственно, больше. То есть он такой толстый, я из них очки северные прям делала. Видели Ну, ваши очки? Да, было. да, да. Ну, бивень, наверное, сегодня сложно достать, да, поэтому его не так много, да? Да. А лось? Лось, вот, допустим, у меня один рог был. За все годы я один рог только закончила. То есть у меня же изделия маленькие, соответственно, мне на года хватает одного рога, допустим. Вот мне дали второй рог, подарили, он у меня висит про запас. Просто пока для красоты. Да, обычно мне всегда жалко. То есть первый рог у меня года 3 лежал, мне просто его было жалко пилить, потому что очень красивая форма. Ну, потом все-таки я сначала один кусочек отпилила, второй, и практически ничего не осталось. Ну, а вообще, если говорить про сложность работы, они все одинаковые или все-таки что-то потверже, что-то более податливее? Ну, да, бивень потверже. Потверже. То есть с ним надо потрудиться, да? Да, надо потрудиться. И единственный минус, конечно, в этой работе — это много пыли и иногда запах. Ну, запах тоже бывает, как в стоматологии. То есть все равно это натуральный материал, когда, да? Ну, и дома уже привыкли. Хорошо, с чего начинается вообще ваша работа? Вот мы видим готовые сейчас серьги, да? То есть образ приходит к вам откуда? Ну, вдохновение же обычно из всего, что угодно можно поймать. Там увидеть какую-нибудь картину, маленькую деталь в картине, и вдруг в голове сам образ созревает. Вот. И получается, и очень хочется сделать, и ты это делаешь. А бывает такое вот, что ночью просыпаешься, вдруг приснилось что-то, вот какая-то птица, и вот срочно нужно эскиз нарисовать? Ну да, такие тоже бывают. Тоже бывают моменты, да? То есть потом вы рисуете эскизы, да, вот такие? Да. Покажем? Ну, это у меня такие рабочие варианты, да? Такие, И вы не имеете художественного образования? И вот это вот все вы просто рисуете по наитию, да, какому-то? Образы берутся, так сказать, из головы, да? Ну, это такие у меня обычно страшные эскизы. Обычно, я заметила, очень многие художники, они очень красиво оформляют. Это моя очередная попытка красиво оформить была. Но а по мне так вообще очень даже красиво. Не получается у меня. Еще проблема то, что я покупаю альбомы, и пока ждет он свой час, я обнаруживаю, что в нем листов не осталось. Дети приходят, там все себе вырывают. Да. Ну, то есть в любом случае всегда рисуете эскиз первым делом, да? Только потом переходите на работу уже с материалом. Ну, я могу нарисовать, и очень часто бывает, что эскиз первоначальный, он, как сказать, полностью не повторяется в материале. То есть уже по факту ты видишь, что надо здесь сделать по-другому. Потому что то, что нарисовано, это не пойдет. Или исходя уже из материала. То есть материала такого большого размера нет, допустим, и поэтому надо уменьшить этот вариант. То есть очень много тоже... На ходу все, да, может так модифицироваться. Хорошо. Сегодня что мы покажем нашим зрителям? Что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем делать колье. Но это, правда, из дерева. Это лошадка и из дерева, это, по-моему, венги. Это я давно купила дерево, плашку из дерева венги и из меди. Нам понравится проволока, которую можно вполне купить. Ну, проволоку медную можно купить везде. Она продается в магазинах электротоваров. То есть ее надо освободить от изоляции, она в пластике. И металлические пластина нужна из меди. Вот так вы, получается, делаете пружинку, да? Это она будет на основе уже получается псевдогривны. То есть у нас есть якутские гривны, и все делают, ну, очень сложно ювелиры работают, у меня такого оборудования нет, они там ее греют, эту проволоку крутят. Сам, насколько я знаю, это медь достаточно тугоплавкий материал. Вот. А я делаю как бы имитацию. То есть на основу накручиваю просто вот проволоку. Вручную все делаете? И получается достаточно правдоподобно. Да, очень. И идеальная форма, главное, потому что такие завитушки же сложно делать очень аккуратно. Ну, как-то руку можно набить.
чтобы ровненько получалось. Я Так. тут как раз оставила, по-моему, длина около 50 сантиметров была проволока. И то, что тут просто берешь и вот так закручиваешь. Марианна, а вот вы сказали, что... ну, вы делайте. Вы сказали, что... ну вот по якутским традициям, там, да, то есть вы, изготавливая свое некое изделие, обязательно следите за тем, чтобы это соответствовало все каким-то стандартам, возможно, каким-то правилам, те же узоры, потому что многие люди же могут потом сказать, а что ты сделала, да? Такого у нас никогда не должно было быть столько завитушек, висюлек, там вот это все изучаете или просто делаете так, как считаете нужным? Ну, я знаю те основные традиционные моменты, связанные с украшениями. Вот. Но, как все, наверное, мастера, привношу свои новые элементы. То есть я, например, не делаю там традиционные линкебеге, как ювелиры. Они же с металлом работают. Это очень трудная работа на самом деле. Там та же гравировка. Я вот только начала пробовать гравировать, просто линии вырезать. Это очень трудно для меня, например. Потому что я работаю бормашинкой, мне не нужно прилагать, допустим, реально очень больших усилий. Бормашинка делает все за вас, да? Да. Ну, то есть, твердая рука нужна, но, например, гравировщик — это действительно тяжелая работа. Там нужна твердая, сильная рука. И еще эту руку надо очень хорошо набить, чтобы в конечном итоге получилась красивая гравировка, а не кривая. То есть годы тренировок. Но вот по мне, я бы даже вот так закрутить не смогла, мне бы тоже нужно было годы тренировок, потому что так легко Марианна закрутила проволоку, как будто бы это, знаете, пластилин. На самом деле здесь тоже нужна сила ведь, да? И вот главное, чтобы это все было очень аккуратно. Ну, вот, это надо будет еще форму придать. Нет, просто короче, мелких деталей. Все надо спрятать, да, эти все кончики. Да, аккуратно загнуть и так далее. А помните свою первую работу? Я себе, по-моему, сделала колье из рога лося. Вот того самого, который у меня был. Очень долго, который, да? Да, я там с камнями натуральными, с бусинами делала. У меня где-то лежит, но что-то я не помню, куда я его. Ну, а самая сложная работа, если вот так подумать, ну, заказов у вас много, мы знаем, да, и вот было что-то такое, что вот прям, может быть, не поддавалось долгое время, или, может, не получалось, или, может быть, заняло очень много времени? Ну, не заказ, мы делали с ювелиром одним, Сергеем Мачету зовут, вот на выставку. Я могу показать, я не работает? Да. У нас наверху лежит. Ну, для меня, я в основном делаю плоские украшения. И решила сделать более объемную работу. Да, в прошлом году выставляли вы, да? Да, для выставки сокровищницы делали. Да. Это скульптурное кольцо. Мандырсас. Это сотрудники музея сокровищницы сказали название. Ну, такое. То есть это кольцо, по сути? Ну, да, это скульптурное кольцо. Очень необычно, очень интересно. А вот образ откуда этот пришел? Вы решили сделать что-то необычное или сначала появились птицы, потом... Нет, вначале я даже не планировала участвовать. Ничего, что я стала, да? И просто сидела, и вдруг этот образ появился. Их два должно быть, на самом деле. Вторую фигурку я еще не сделала, руки не дошли. Это бабушка? Это человек, женщина, которая прожила долгие годы, и у нее вот на дереве сидят 3 ворона. Они символ долголетия, то есть дожить до глубокого возраста, это же не каждому дано тоже. Вот. Символ мудрости, который приходит тоже с возрастом. Да, никто же не рождается мудрым. И символ интуиции, это 3-й ворон. То есть я заметила, что у пожилых женщин у них очень реально развита интуиция. Ну, даже на примере мамы. Да. Поэтому. Ну и здесь, понятно, это уже просто, да, перышки, да, имитация. Это отгоняет злых духов бубенчики, да, и на лошади, да, восседает. И вот здесь у нее украшение. Украшение, там 3 птицы, это как искут, 3 души, да. А это бивень? Нет, это вот как раз рог лось.
Рог лося. Мгм. И натуральный окрас, да, вот это вот, что Да, это натуральный где-то окрас. крапинки, да, Мгм. есть какие-то. Мгм. Очень красиво. Но вы эту работу, получается, оставили для себя. Скорее всего, хотели у вас ее кто-то приобрести, но вы оставляете для себя Да, такие мы работы? пока оставили, потому что еще есть, ну, как бы Вот. вторая часть была задумана, Мгм. и надо ее будет сделать и посмотреть. Все понятно. Так, возвращаемся к нашему украшению. Уже заговорились, да? Так. Это основа. Это основа, ее сейчас надо будет ее форму придать. Я тут немножко не ту сторону закрутила. Это у нас получается медь, да? Да, это медь. А вот она может потерять окрас вот при изгибах, загибах? Она же белеет. В этом случае что делаете? Нет, она не теряет окрас, но мы ее наждачной бумагой отшлифуем. На самом деле я в таком варианте 1 или 2 раза делала, чтобы медь не обрабатывалась. Я ее патинирую, то есть Это что придаю значит? металл, как бы сказать, придаешь окрас. Ну, это примерно занимает час, 2, 3 работы, да? Ну, когда я бодра и свежа, то где-то час меня обычно занимает. Если я уставшая и делаю это вечером, конечно, это дольше. И осталось приделать вот такую висюльку, да, сюда? Да, сейчас у меня по эскизу там будет вырезана на пластине вот эта деталь, это типа деревья, и сама уже лошадка. То есть для начала мне надо будет снять копию на кальку прозрачную, это я все наклеиваю на уже эти материалы и дальше выпилить. И все вот эти мелкие детали вы будете вырезать вот только с помощью этого инструмента, да? Да. Потом то, что внутри закрытые пространства, рисунок есть, ну, то есть оно же общее. Ну, в смысле, не раздельное, а общее. Надо будет просверлить дырки и в дырочку вставить саму пилочку и выпилить. Кропотливая работа. Ну, так, ага. Ну, мне нравится с таким плоским металлом работать, пластинами. Весьма необычно. То, что легко пилится, наверное, мне нравится. Потому что с бивнем надо очень много усилий прилагать, достаточно. Особенно, когда надо распилить кусочек на пару пластин ручками. Очень много времени уходит. И поэтому мне часто бывает лень работать. А вам вот больше нравится все-таки природа, да? То есть вот птиц любите делать, да? Деревья, веточки, вот как-то у вас акцент больше на это, да? Да. Некоторые вот очень хорошо делают харсхалы, там геометрические узоры. Да, да, да. И у них смотришь, ну просто это даже не верится, что можно руками так сделать. А я, например, не люблю такие делать. И я еще заметила, что я не люблю постоянно делать одно и то же. Поэтому у меня, дублировать работу не любите, да? Ну, я, конечно, могу делать, но не по 100, не по 200 штук. Да, да, да. Мне обычно заказывают, пытаются заказать, сделайте нам 40 одинаковых там чего-то, чего-то. Ага. Я такая, о нет. Я как представлю, как это надо сидеть очень долго. Делать одно и то же. Вот сережки на заказ сделанные, да, Арианой? Да, они не отполированы еще. Надо почистить. Ваши работы же разлетаются не только по республике, еще за ее пределы, да? Вот куда улетела самая дальняя ваша работа? Куда заказывали? Я помню, где-то в Африке было. Ну, это люди с собой увозят. Очень на много презент. людей, да. Ладно, в Африке. Ну, в основном Европа и где-то вот там дальше. Я даже не могу точно сказать. То есть Просто улетают ваши птички? Да, приветы шлют, что это теперь я, например, в Нью-Йорке в этих сережках. А у вас получается, вот смотрите, если говорить о том, что можно внедрить что-то новенькое, да, то есть все равно вот это же ручная работа. Здесь каким инструментом можно было заменить вот то, что вы сейчас делаете? Лазерная резка, да, какая-то только есть? Да, наверное. Ну, это в основном у ювелиров сейчас очень много действительно очень дорогих, очень хороших аппаратов. Они там литье что-то делают, там очень много нюансов. То, что раньше руками делала, это уходило больше времени и труда. Сейчас на этом. Но
все равно даже если вот на заводе там что-то делать, штампуют, и как-то этим, ну, получается немножко обесценивать. Да. Там все равно много ручной работы. То есть это наливать, заливать, отмывать, шлифовать, полировать, паять. Это вообще очень много часов работы. Те же камни никакой аппарат не вставляет. Это ручная работа монтировщика по камням. И это не каждый может. Например, я, никогда этим не занималась. С первого раза я точно это не сделала. Марианна, а вот про эти скульптуры, это что за работы? Так. Ваших рук дело тоже, я так понимаю, правильно же, да? Да. Это в каком я году делала? 22 или 23? Ну, короче, несколько лет назад скульптура. Это называется «Наследие». Девочка, ну, как будто из сундука старинного нашла шапку, джабака, да, называется, и украшение Идин Кебегер. И надела его. На себя, да? На себя. Это вы, опять же, просто для себя сделали или на какую-то определенную выставку? Нет, это для себя. И здесь вот фигурка лисички спящей. Как будущая невеста, но она еще маленькая, поэтому лиса спящая. Она же а это что лиса, за ребеночек? А это с дочки, как будто раньше же серьги огромные были, да? В музей ходишь, там с ладонь примерно. Типа ребенок рассматривает серьги про бабушки или бабушки. Посмотрите, еще одна работа Марианны. Это для журнала Далбар Хатун. Они у себя... У них, короче, это какой-то праздник, и они там дарили. Номинации, типа статуэтка или что-то? Да, номинации были. Очень красиво. Ну вот это, конечно, вообще уникальная вещь. Тяжелая вообще, очень тяжелая. И что интересно, да, а вот этот сюжет, идею у вас, это вы сами придумываете, да? То есть вот что она достала из сундука, что вот ей все большое, но она вот голенькая, но все на себя, все надела, это вы просто так придумали, да? Ну, идея пришла такая, да? Причем эта идея, по-моему, в пластилине была лет 8. Пока это я не довела до конца. Аж рука устала держать, очень тяжелая. Вот, у лошадки нижняя часть уже отпилена. Посмотрите, какие мелкие детали вырезает. Очень мелкие. Итак, следующий этап это у нас шлифовка, да, уже? Да, сейчас снимем эту бумажку. Обратите внимание, Марианна использует не простую наждачную бумагу, не которая продается на строительных рынках, да, а специальная, такая очень мелкая, да? Да, мелкозернистая. Конечно. Мелкозернистая. А вообще уход за подобными украшениями, вот, чтобы это все не потемнело, не почернело, определенного рода же, да, должен быть? Ну, да, например, медь, она в любом случае будет, наверное, темнеть. Она контактирует с человеком. С телом, да? Да, и там как пот, какие-то духи могут. Поэтому обычно не рекомендуется там духи наносить, когда надел украшения. Ну, я поэтому патинирую, чтобы такого сильного изменения не было. Но многим нравится, когда украшение меняется вместе с тобой, то есть будто твоей аурой наполняется. Некоторым, наоборот, нравится. Края образа. То есть вот деревянное изделие тоже полируется в несколько раз слоев, да? Вот первый слой, второй слой надо, да? Да. И потом она будет прям блестеть, да? Ну, она будет гладенькой. Ну, он такой, допустим, просто гладкий, неинтересно. Поэтому можно придать ему фактуру, немножко отбив краешки. А если еще патинировать и потом шлифуешь, то он вообще
ну, еще интереснее становится. То есть разные То есть просто такие железки оставлять не очень, да? Не, ну это дело вкуса, как говорится. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне, например, нравится. Вот. Ну да, разница огромная, видим, да. Вот здесь прямое, гладкое не очень интересно, а здесь уже как будто живое. Более живое. Это вот когда видели, наверное, на солнце листья вот так шевелятся, они разного оттенка, ну, такие, как будто блеск появляется. Вот так загинает. Уже повесим и здесь сделаем отверстие вот здесь на лошадке и приклеим. Детали будут. То есть получается вот это будет у нас таким связующим звеном, да, деревья, а лошадка будет висеть вот здесь. И еще здесь должна быть птичка. Где? На лошадке? Из травы вылетающая напуганная птица маленькая. Вот так вот. Ну, она придает немножко более интересный образ, да? Получается. Ну что, дорогие друзья, к сожалению, в рамках нашего эфира показать всю работу Марианны мы не можем, но хотя бы чуть-чуть окунуть вас в мир костореза мы постарались. Сегодня мы не работали с костью, но мы работали с материалом, мы работали с металлом. Ну и, собственно, вот так создаются украшения ручной работы. Достаточно кропотливая работа. Здесь и творческий процесс очень интересный, и идея должна быть уникальная. И вот так Марианна творит свои замечательные изделия. Марианна, спасибо большое за то, что разрешили посетить такой ваш мастер-класс, поделились своими секретами, рассказали о своем творческом пути. Мы желаем вам, конечно же, вдохновения в первую очередь, ну и побольше, наверное, каких-нибудь идей. Пускай будут не всегда стандартными, но пускай идея будет всегда при вас. И муза пусть посещает вас всегда. Спасибо, но мы увидимся уже скоро. До новых встреч.